Кобыл Царгозов. Дик басарыш, могу ж мяч болыш бахал, докот шарыш. Неторопливо и с замиранием сердца эти гвоздики ложатся у подножья памятника погибшим воинам из Ингушетии во время Великой Отечественной. Также памяти сотрудников силовых структур, отдавших свои жизни в ходе трагических событий июня 2004 года. Тогда, в эту кровавую ночь, Гилани Евлоев потерял своего сына. На фото 26-летний Рустам, жизнерадостный и отзывчивый, выпускник Нижегородского института ФСБ и военно-космической академии. В ту злополучную ночь он вместе со своим товарищем был в упор расстрелян бандитами. Вспоминая его качество характера, Гилани рассказал и про его любимое увлечение. В шахматы играл очень сильно, очень сильно. Он, наверное, гроссмейстером шахмат. В компьютер садился, мы ему первый тогда компьютер купили. Еще такой, знаешь, угловатый такой большой компьютер. Вот позицию мастеров он ставил, уже 6-ю позицию по шахматам. И компьютер сбой давал иногда. Сегодня день личной скорби и для Бориса Дзейтова. В свои 68 лет он, прикладывая немалые усилия и сдерживая боль, рассказывает, потерял своих 2 сыновей, один из которых Магомед. Работал во вневедомственной охране, и в ночь на 22 июня он оказался в окружении террористов. У 27-летнего юноши было 2 высших образования. Он отличался жизнелюбием, у него были большие планы на жизнь, рассказывает Борис. Шиде халха суд прокуратуре следователь уйоксук. Ах, сепсалды начальник милиции уйоксук. Як ярас высшее образование, хайндик охотно, хайнд бак агеттер жада. Звонишь, шо ваш дина, приказ дарцу. Звонишь дина, милиция, начальник милиции говорит. Эпицентром столкновения с бандитами стала Назрань. Бесчеловечный и циничный акт терроризма был направлен на дестабилизацию ситуации в регионе. Преступники просчитались в своих планах и запугать народ Ингушетии не получилось. Однако горе они принесли немало. Тогда почти на месяц республика погрузилась в траур. Матери, отцы и внуки погибших ингушей, вступавших в бой с пришедшим злом, невзирая на время и место, возраст и семейное положение, сплоченные единым горем, сегодня сидят бок о бок друг с другом. Объявляется минута молчания. А далее юные солисты театра СИГ раздают каждому нагрудные значки. Благотворительный фонд «Память поколений» вот уже 5-й год проводит акцию «Красная гвоздика», к которой присоединилась и администрация Назрановского района. Память наших героических земляков бесценна, и хранить ее мы обязаны, призвали собравшиеся. Завершая памятное мероприятие вместе со словами благодарностями и поддержки от имени главы Назрановского района Мусы Муталиева 19 семьям была оказана материальная помощь. 22 июня – День памяти и скорби, как для всей страны, так и для ингушского народа. Зелимхан Калоев, Адам Миришков, Магомед Шаухалов, Новости 24.